Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто постоянно думает о вас? Кто думает о вас 24/7? Если тема вам интересна, пожалуйста, загадайте на себя. Ни о ком не думайте, песочек все покажет сам. Ну и давайте узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Вот он вышел, несчастный мужчина, букет под ногами. Так, интересно. Мужчина, у которого очень тяжелая работа. Да, вот работа у него, конечно, непростая. Либо много нервного напряжения, либо физическая нагрузка идет. Но эта работа приносит этому мужчине много денег. Да, он прям уверенно стоит на ногах. На работе он и живет, и отдыхает, и, в принципе, да, основная часть жизни у него проходит именно на работе. Букет под ногами говорит о том, что у мужчины очень серьезные намерения в отношении вас. И мужчина буквально в шаге от того, чтобы к вам прийти и о своих намерениях заявить. Что меня лично смущает в этой отсыпке, так вот это вот толпа людей, которая стоит у него перед глазами. То ли этот мужчина не свободен, и у него там прямо и жена, и дети, и родственники, то ли этот мужчина живет в семье, например, родительской семье, и там много братьев, сестер, там, не знаю, тетюшек, дядюшек, и они все как одна большая такая команда. Семья на него очень сильно влияет, и все силы его забирает, либо все деньги его забирает. Вот. Возможно, вы понимаете, о ком я говорю. Там много у него людей, прям много. Либо детей много, либо он отвечает не только за жену, детей, но и за кучу родственников. Все как бы на его шее висят. Ну, либо мужчина действительно из многодетной семьи, либо там живет сразу несколько поколений. То есть его родители, там бабушки, дедушки еще могут проживать. В общем, непростая у него жизнь и непростая судьба. У мужчины в жизни нет главного, у него нет любви, у него нет тепла, у него нет нежности, ласки, заботы. Я уж не говорю про интимную реализацию, то есть этого тоже у него нет. Вот работа, основное это работа. Чем он живет, так это работой. Вы у этого мужчины как-то перед глазами часто мелькаете. То ли он подписан на вас в соцсетях и постоянно просматривает всю вашу жизнь, да, все, что вы показываете, выставляете, фотографии, например. Вот. То ли мужчина где-то вот рядом с вами работает, где вы проживаете, либо вы даже как-то вместе можете работать, ну, либо вы учитесь вместе, да, если вы студентка, например, смотрите меня. Вы часто мелькаете, и эти моменты, когда он вас имеет возможность увидеть, они для него прям как из счастья сотканы, понимаете, у него прям блаженство идет. И как бы тяжело ему не приходилось, а ему действительно очень тяжело в жизни. Я бы даже сказала, тошно уже от этой жизни. Вот, а в эти моменты он понимает, ради чего он живет. Он начинает верить в прекрасное будущее. Он, вы знаете, как думает, ну раз у меня есть эти замечательные чувства в моем сердечке к этой женщине, значит, это все не просто так. Значит, Боженька смиловался, и значит, Боженька позволит мне стать счастливым. Почему мужчина в шаге от букета? Ну, если он не свободен и у него там семья, то понятно, да, то есть нужно решиться на развод, чтобы к вам идти и нести вам этот букет, то есть признаваться в чувствах, либо конкретно уже делать предложение, да, может быть, вы встречаетесь с несвободным мужчиной, и вы-то видите, что он вас любит, и знаете, как ему тяжело, но вот конкретный шаг он еще не сделал.
И то же самое может быть, мужчина, например, еще не открылся вам в своих чувствах, да, и он понимает, что сначала нужно как-то обозначить свою позицию, выслушать ваше мнение, а потом уже, да, наверное, делать этот конкретный шаг. Но как бы там ни было, ну тут даже не шаг, тут полшага осталось. И я думаю, что мужчина на это пойдет. Вот именно пойдет. Потому что это как последний шанс в жизни обрести свое счастье, обрести свою любовь. И я вам даже больше скажу. Судя по тем знакам, которые, вот как он вас видит, он видит вас крылышками. То есть он видит вас женщиной-ангелом. Да? Не просто женщиной, не просто красоткой, не просто там желанием своей жизни, но видит вас ангелом. Вот, то есть он видит вас судьбоносной женщиной, знаковой женщиной. То есть он никого так сильно до вас не любил. И, в принципе, наверное, думал, что уже никогда не полюбит. Ни одна другая женщина настолько сильно его не трогала, настолько сильно не возбуждала, настолько много радости и счастья ему не приносила. Вот. А с вами какая-то мистика, с вами какое-то волшебство происходит. И еще мне идет, что вы с этим мужчиной вот как либо познакомились, либо пересеклись, либо он вас впервые увидел в очень тяжелый момент своей жизни. Здесь мужчина просто вот на краю пропасти стоял. Даже, возможно, у мужчины были какие-то вот мысли такие вот, ну, непоправимые, да, с тем, чтобы себя там приговорить, что настолько тяжело, настолько жизнь, ну, мерзкая, пустая, тяжелая, мучительная, что вот зачем? Я не хочу, но какой в этом смысл, да, вот так страдать, ни счастья, ни радости не знать. И вот бац, и вы. И он такой, понял, зачем мне жить, вот, я все теперь понял. То есть, ну, можно даже сказать, что вы его спасли от непоправимых событий, назовем это так. Ну, кто понял, тот понял, кто не понял, тому и не надо. Вот здесь вот на обрыве он стоял, и буквально вот одна нога уже у него там болталась в этой пропасти. Но увидел вас, и сразу же жизнь заиграла новыми красками, да, и сразу же ему как вот полегчало, да, смысл обрел. Так, еще, мои хорошие, у кого действительно роман с несвободным мужчиной, вы даже себе не представляете, какое колоссальное давление на него идет. Здесь 100% мужчина вас бережет, и он вам всего не рассказывает. Он не рассказывает, в каких муках, в каких страданиях он проживает там в своей семье. Там его могут и шантажировать, и угрожать. Причем на него могут давить родственники со всех сторон. Со стороны этой жены, со стороны его, да, ну, семьи, вернее, да, его семья, например, против него за эту женщину топит. А здесь просто, ну, ад. У него там ад, и он вам этого не говорит. Ну и вы, в свою очередь, тоже, наверное, с него спрашиваете и говорите, ну, где кольцо, где лимузин, где свадебное платье. Ну вот, я не хочу быть второй, я не хочу жить в тени. Вот, и он просто страдает, он очень сильно страдает. И если бы вы правду узнали, вот я вам серьезно говорю, вы бы расплакались и его пожалели, вот насколько ему тяжело. Вот, но он держит эту оборону. И я вам так скажу, ради вас он готов от всего отказаться. От всего, понимаете? Даже от самого себя готов отказаться, лишь бы быть с вами. То есть в любви в его не сомневайтесь, не гоните его, не гоните. Поверьте, так как любит вас этот мужчина, ни один другой вас, ну, не сможет полюбить. Вот как не дано, понимаете? А этому дано вот по-настоящему любить. Это просто трудные времена, и вы их обязательно переживете, особенно если любовь взаимная. Если вы еще не обсуждали этих вопросов, и вы лишь только там познакомились, либо вы догадываетесь, да, о ком я говорю, то ну, мужчине действительно нужны знаки. Знаки именно от вас. Знаки, которые вот типа одобряющие, соглашающиеся. Ну, в общем, вы поняли, да? Стоит его немножко, ну, подбодрить, потому что ему действительно очень тяжело. И даже если мужчина не женат, но он проживает с родителями, там, особенно там, с бабушками, дедушками, то, поверьте, он очень несчастный человек. И, как я это вижу, его семья не хочет ему личного счастья. Они хотят, чтобы он им полностью подчинялся и, грубо говоря, работал на них. То есть пусть он там никогда не женится, пусть никогда у него не будет детей, ну пусть он нас типа содержит, пусть он у нас как слуга будет, да, вот на побегушках. Вот что мы сказали, то он и делает. В сегодняшнем дне именно это они от него требуют, да.
покорности, послушания, забить на себя, на свою жизнь, быть у них во служении. Да? Вот именно этого требуют. И это тоже очень тяжело. А ну-ка, на минуточку, если ты так долго жил в семье, и тут тебя всего лишают, от тебя отрекаются. Представляете, как это эмоционально тяжело. Но он готов пойти на этот шаг, но он должен быть уверен, что вы его примете, да? Что вот он не останется в пустоте, в вакууме. Хотя, с другой стороны, да, с такой-то жизнью, а вообще зачем, да, вот как он там на краю стоял. Думает он о вас постоянно, и мысли его очень светлые и позитивные. Он мечтает, девочки, он мечтает о светлом будущем с вами. Он мечтает с вами куда-то вот вместе взять, да и уехать. А у кого-то мечтает на отдых поехать, вот чтобы вы и он, и больше никого, ни о ком не слышать, ни о ком не знать, вот отдохнуть, расслабиться. Жизни порадоваться, просто банально жизни порадоваться. Там на морюшко, например, либо в какую-то экзотическую страну. У кого-то отыграть, что мужчина хочет вас вот в охапку взять и вот с вами куда-нибудь там на край света уехать жить, да, чтобы порвать все с вот этими людьми, которые его постоянно, извините, скажу, доят. Оно так и есть. Он там никому не нужен. Нужны его деньги, нужна его рабсила, понимаете, вот это нужно. Чтобы служил, чтобы прислуживал. Вот, так что вы к этому должны быть готовы. Скорее всего, если у вас все с ним сложится, вот он прям будет настаивать, чтобы куда-то съехать, переехать, по крайней мере, хотя бы в другой город, да, чтобы подальше от них находиться, чтобы не дергали, чтобы дали жить. Он знает, какие они. Беспринципные, жестокие, такие, знаете, абьюзеры. Он это знает, и он захочет вас уберечь, девочки, именно вас уберечь. Себя ему не жалко, а вот вас он будет беречь. Вот, это точно. Еще у него мечты о том, что вы вот как-то красиво заключаете брак. Не знаю, может быть, он у вас романтик такой невероятный, может быть, он там каких-то, не знаю, фильмов, либо сайтов обсмотрелся, вот ему вот что-то необычное хочется. Может быть, какая-то тематическая свадьба, а может быть, свадьба на острове, да, вот как-то так. Интересно, он это все показывает. Либо подбирает варианты. Вот как бы было бы прекрасно, если бы мы вот поженились так, либо вот так, либо так. Да, вот романтик, мужчина романтик, он знает в этом толк. Еще он думает о каких-то подарках для вас. Подарки, которых вы достойны. Да, вот чтобы прям весь мир знал, что эта женщина, она императрица. Да, вот самое лучшее подарить. Вот. И мне еще кажется, что он как деньги откладывает на это. Собирает, откладывает деньги на ваше совместное будущее. На подарки, на будущее, на поездки. Вот как-то ухитряется. Да? Поэтому, да, он много тяжело работает, ухитряется какие-то денежки отложить, припасти, чтобы было что на вас тратить. Да? Чтобы на императрицу свою потратить. Показать вам красивую жизнь. Да, жалко его, прям действительно жалко. Может быть, человек ошибку совершил, да, может быть, такой человек добрый. Я не буду говорить слабохарактерный, скорее всего, добрый, да, вот позволяет семье собой пользоваться. Вот, что есть, то есть, мои хорошие, что есть, то есть. Но он в полушаге, да, так что скоро все выяснится, скоро вы и сами поймете, кто о вас все время думал, либо уже понимаете. Вот, и получите, я так понимаю, от него конкретное предложение. Здесь очень красивый букет. И этот букет, он даже смотрит в вашу сторону. То есть это предложение абсолютно будет как выгодным и приятным для вас. Он все это продумал. Здесь мужчина молодец в этом плане. Что еще? По поводу мужчины хочу сказать. Вот это горы, да, которые ему тут нарисовали. У него со стороны вот этой семьи, прежней семьи, либо родительской семьи, сплошные горы. Вы сами видите, да, вот горы. А с вашей стороны у него тут кукуруза. Да, это не то, что вы подумали. Кукуруза – это все-таки изобилие. Изобилие и финансовое положение. То есть, если этот мужчина свяжет жизнь с вами, то у него будет эта кукуруза, у него будет действительно очень изобильная, стабильная и богатая жизнь. Если он останется в прежней семье, либо в родительской семье, то кроме гор, вот этих огромных гор, ничего в жизни у него не будет. Состарится до сроку и потратится на других людей.
Вот, счастье так и не познает. И он это прекрасно понимает, он интуитивно это чувствует. Интуитивно. Может быть, да, у человека дар, либо есть способности, и может предсказывать, предвидеть, предчувствовать. Почему нет? Здесь такой мужчина интересный, душа чистая, вот действительно чистая. Можно сказать, что на нем нет греха, либо какого-то непоправимого греха, да, либо старается вот жить и не грешить. Да, возможно, интуитивно живет, но чистая душа у него все-таки чистая. Может быть, поэтому он вам тоже понравился. Может быть, вы родные души, вы друг друга почувствовали. У кого роман, вот поверьте, вы не случайно вместе, вы точно друг друга почувствовали. Так, в венце мне показано, что ангелы будут защищать ваш союз. Если вы сойдете в союз, то ангелы будут защищать. Его ангел с его стороны, ваш ангел с вашей стороны. То есть будут двойная защита в этом союзе и для вас, и для него. Вот именно от ангелов идет очень сильный знак и такой, знаете, жизнеутверждающий знак. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.